Государственная измена, шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, совершенное гражданином Республики Абхазия. Терроризм – деструктивные действия враждебно настроенных лиц, осуществляющиеся с целью запугивания и воздействия на поведение людей посредством страха. Я общался, как сказать, в контакте имела сотрудника спецслужбы грузинской безопасности. Вы подписывали какой-либо документ о негласном сотрудничестве? Подписывала. Что именно? Что я добровольно буду сотрудничать с ними. Я ошибку осознаю, вины нет. Я считаю, что я делала правильно. Шпионом обычно называют того, кто добывает информацию о противнике различными тайными способами. Шпионом может называться как штатный работник иностранной разведки, так и гражданин государства, завербованный иностранной разведкой, и передающие секретные сведения, известные ему благодаря работе, службе или личным связям. Вербовки шпионов, как правило, проходят по классической схеме. Первым этапом вербовщик должен найти зацепку. Во втором – борьба характеров, когда под угрозой какой-либо расправы вербовщик привлекает его к сотрудничеству. Бывают и иные способы вербовки. Это привлечение агента к конфиденциальному сотрудничеству на идейно-патриотической основе. А если еще и идейно-патриотическая основа подкреплена денежным вознаграждением, вербовщик получает идеального агента, способный донести ему массу ценной секретной информации. При расчетливом и умелом управлении вербовщику остается лишь давить на нужные рычаги, получая при этом в свои руки сведения, которые составляют государственную тайну. Ценность агента-шпиона, как правило, зависит от передаваемой информации. Ценного агента вербовщик бережет как зеницу ока. Все сказанное выше – это предисловие, всего лишь вступление романа под названием «Конфиденциальное сотрудничество Зураба и Лилии». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия оперативным путем получена информация о том, что уроженка и жительница села Чебурхинч Галского района, гражданка Абхазии Колбая Теен Дикоевна контактирует с сотрудником спецслужб Республики Грузия Бускадзе Зурабом Нукзаровичем. Бускадзе Зураб Нукзарович, 1981 года рождения, уроженец города Сухум, кадровый сотрудник грузинских спецслужб. В настоящее время Бускадзе и его семья проживают в Грузии. Осуществляет разведывательную работу на абхазо-российском направлении. В целях получения разведывательной информации Бускадзе осуществляет вербовочную работу среди граждан Абхазии и России, прибывающих на кратковременные сроки в Грузию. В основном это лица грузинской национальности, покинувшие в 1992-1993 годах свои домовладения на территории Абхазии, а также жители приграничных с Грузией районов Абхазии, выезжающих в Грузию к своим родственникам. Сотрудниками Службы госбезопасности республики в ходе реализованных оперативно-розыскных мероприятий установлены ряд лиц-агентов, завербованных Бускадзе, в их числе гражданка Симачева Ирма Романовна, 1974 года рождения, которая в 2012 году была осуждена Верховным судом Республики Абхазия по статье 273 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Госизмена» и приговорена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ходе проведения контрразведывательных мероприятий, направленных на противодействие враждебно настроенным спецслужбам, в поле зрения оперативного подразделения органов госбезопасности Республики Абхазия попала некая гражданка Абхазии Колбая Теен Дикоевна, 1974 года рождения, уроженка и жительница села Чебурхинч Галского района, которая по оперативным данным подозревается в осуществлении разведывательной деятельности в ущерб безопасности Республики Абхазия. Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия было установлено, что в конце 2009 года Колбая находилась в Грузии. Там она попадает в поле зрения сотрудника спецслужб Грузии Бускадзе Зуру. Бускадзе в процессе осуществления своей служебной деятельности создал условия для привлечения Колбая
к негласному сотрудничеству со спецслужбами Грузии. По подтвержденным данным, которые также, как говорится, подтверждались в объяснении Колбая, последняя была завербована летом 2011 года. Вербовку проводил лично Бускадзе. Вербовка осуществлялась, значит, в одном из ресторанов города Зугдиди. Ресторан называется «Оазис». Также в процессе вербовки для ведения конспиративной работы был избран псевдоним «Лилия», под которым подписалась Колбая в процессе передачи письменных сообщений. Причина вашего задержания вам известна? Известно. Пояснить можете более конкретно? Я общался, как сказать, в контакте имела сотрудника спецслужбы грузинской безопасности. А контактов более подробнее пояснить можете? У нас были и дружеские контакты, и так общительные контакты по поводу этого, что он хотел кое-что, какую-то информацию, чтобы я выдавала ему. Каким образом были определены ваши рабочие контакты? Вы подписывали какой-либо документ о негласном сотрудничестве? Подписывала. Что именно? Что я добровольно буду сотрудничать с ними, с ним, то есть. Псевдоним был определен? Да, был. Назовите его, пожалуйста. Лилия. Как звали сотрудника правоохранительных органов Грузии, с которым вы поддерживали контакты? Это был мой друг, Зура Бускадзе. Поводом для вербовки послужили обстоятельства, связанные с проблемами бытового характера, имевшимися на тот период у Колбая. За оказание негласной помощи органам госбезопасности Грузии Бускадзе пообещал разрешить все ее проблемы. Как свидетельствуют материалы допроса подсудимой, помимо материальной стороны вопроса, Колбая волновала идейно-патриотическая основа. В допросах она призналась, что к руководству Абхазии она никаких претензий не имеет, проявляя к нему безразличие, но при этом утверждает, что абхазы и грузины жили всегда как братья и в одном государстве. Претензии она предъявила руководству России, призналась, что не любит Россию как государство, которое оккупирует бывшие республики Советского Союза и пытается навязать всем свое мнение. По словам Колбая, Россия вмешивается в наши внутренние дела. Возможно, причина кроется в психологической обработке разведчика Бускадзе, но вину свою она не признает. Это я делала чисто, считаю делать, что я это должна сделать, вот так. Таня Николаевна, вы осознаете свою вину? Я ошибку осознаю, вин нет. Я считаю, что я делала правильно. Все, что вы делали правильно. Да, мне так кажется. В ходе признания Колбая заявила, что действительно оказывала негласную помощь органам госбезопасности Грузии. Но с ее слова она делала это на добровольной основе во благо целостности Грузии. Вербовка осуществлялась, вот, я убежден, что на идейно-патриотической основе, где Бускадзе умело установил психологический контакт с Колбая, что и дало ему плодотворный результат, как говорится. Из материалов допроса установлено, что за период ведения негласной работы Колбая передала грузинскому разведчику ряд оперативно значимой информации, а именно по установочным данным российских и абхазских офицеров, проходящих службу в Абхазии, расположение российских военных объектов на ее территории и сведения о их оснащенности военной техникой и средствами связи. Колбая под предлогом ремонта системного блока обеспечения своего персонального компьютера вывезла его через грузино-абхазскую границу для передачи сведений, на котором хранились фотографии военных объектов, строящихся на территории Абхазии. Также сотрудниками СГБ установлено, что Колбая занималась подбором жителей Галского района числа молодежи, которых она отправляла якобы на отдых на курортные объекты Грузии. Она также оказывала ему содействие в плане организации резидентуры на территории Абхазии, работающей в интересах спецслужб Грузии. В ее функциональные обязанности в этом случае входило подбор и изучение молодых людей
из числа жителей Галского района, которых она в последующем, как нам стало известно, отправила на один из объектов, курортных объектов Республики Грузия, в города Накле. С данными людьми на указанном курорте, значит, под прикрытием встречался Бускадзе, где проводил вербовочные беседы, склонял их к негласному сотрудничеству и методом психологического воздействия пытался убедить их в том, что то, что они делают, это необходимо делать в интересах ихнего общества и государства. В ходе осмотра жилого помещения приусадебного участка по месту жительства Кулбая в строении, предназначенном для содержания домашнего скота, сотрудниками СГБ обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором хранилась упаковка сока «Фруктовый сад» с нехарактерным для нее весом и массой внутри. По данным экспертов, в упаковке сока содержалось самодельное взрывное устройство с запалами гранулами поражающего элемента, которое предназначалось для совершения террористического акта. По заданию Бускадзе Кулбаев везла на территорию Республики Абхазия самодельное взрывное устройство, которое она хранила у себя в доме. Исходя из этого, было принято решение задерживать ее и проводить обследование в ее домовладении. В ходе проведения обследования жилого помещения приусадебного участка, принадлежащего Кулбаю на правах собственности, в одном из строений, принадлежащего для содержания домашнего скота, оперативниками был обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором содержалась упаковка сока «Фруктовый сад» с нехарактерным для нее весом и массой внутри. После представления изъятого предмета в экспертно-криминалистическую группу были получены сведения о том, что содержимым указанного пакета являлось самодельное взрывное устройство с запалом и гранулами поражающего элемента. Как стало известно, указанное самодельное взрывное устройство было ввезено на территорию Республики Абхазия с целью осуществления террористического акта для дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. На данный момент в отношении подсудимой Кулбая Т. Индикоевны в Галском районном суде продолжается судебный процесс по предъявленным ей обвинениям. Квалифицируемыми статьями 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Незаконное приобретение, хранение взрывного устройства» и 186 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Контрабанда взрывного устройства».